На осенней охоте я проходил на одном из мест, где непроходимый бурелом был, в общем. Именно по путику этот бурелом прошел. Я еще обходил, снимал. Там еще вот такие как его, когда дерево падает, корни выше, намного выше было. Эта полоса вот отсюда и начинается. Там вырубка. Листы. Там вырубка, и, наверное, силу набрал с этой вырубки, и вот отсюда уже начал валить. Вот деревья, вот. Я пришел оттуда, но параллельно пришел этого бурелому. Чуть правее вот полоса пошла, там у меня там путики идут. Отсюда метров 300, наверное, начало вот основного бурелома. И пошло-поехало там, навалило конкретно. Вот так. Я сейчас встал на просеку и буду уже по просеке идти. Просека и на вырубку встану. И буду шуровать по вырубке. То уже следы были. Один переход там чуть позади уже. Переход у куницы был. Перешел именно мою лыжню уже. Следов много, но свежих вот за 4 дня один переход только. Значит, не так много их. Ходят на один и тот же куница, ходит очень много. И получается, что думаем, куниц очень много, но может быть и даже несколько штук. Не десятки, а несколько штук, в общем, бродит. Опа. Ужасно вспотел. То первоначально так начал шагать быстрыми шагами. Конечно, когда поднимался, я блуждал там, много времени потерял. Сейчас уже буду идти все время прямо к своему курсу. Но на снегоходе, я вам скажу, рановато еще по тайге. По ельнику в основном, там, блин, все еще торчит. Бугорки. Вон, на лыжах еле-еле можно пройти. На снегоходе, конечно, пила, чтобы заправлена была. И много придется пилить там. Очень много завалов. Да. В прошлом году я сюда не приезжал. Вот избушка лежал, вспоминал. И все, тянул время, хотел по Насту приехать, рубероид еще привезти. Но так и не получилось у меня. На Буране. Позапрошлом году я здесь был. В этом году как получится, посмотрим. И на лыжах, в принципе, тоже нормально. Идешь спокойно. Рано или поздно все равно дойдешь. Вот и вырубка. Осенью тоже тут снимал я, ребят. Два раза, наверное, за осень я тут проходил. Это ельник тут. Последнего глухаря. Там впереди еще ели. И там сосновый ельник, там где-то 2 километра, наверное, или 1,5. Не знаю, сколько там до него. Примерно все говорю, там километр 2. Точно не знаю, не измеряешь, а так вот, скажем. Если по Насту, вот скажем, по такой лыжне и средним шагом, вот скажем, вот если вот так я пойду, вот так, 2 километра я прохожу за 20 минут. Это уже проверено.
Там и когда я еще ходил с другом в тайгу, мы ходили, менялись, и там по времени примерно сколько проходили там. Я и запомнил эти 2 километра, 20 минут я проходил. А сейчас я хожу спокойно, медленно. Не спешу. Спешить не надо. Вот так. Сейчас один рябчик там выскочил. На березе сидел еще, на почке там он ел. И все. Такая тишина. Что-то остеохондрозно. Еле-еле левая рука поднимается. Ох, мышцы что-то. Считай. Но в основном у меня карабин на левом плече. Это я могу целый день идти. Редко когда на правое плечо беру оружие. Все время на левом. И думаю, все равно основная тяжесть на левом плече, рюкзак и карабин, вес, получается основная на левом плече. И от этого может мышцы остеохондрозом прихватило. Считай, площадь более-менее как-то более легкое оружие. Надо как-то видео сделать, в общем, без оружия какое. У меня тоже в задумках есть такое видео сделать, чтобы люди знали, примерно ориентировались, сколько весит карабин. И считай, если вепрь, мама не горюй, на ходовой охоте. И это я хоть соглашайтесь, не соглашайтесь, я с вами не соглашусь, кто владелец оружия вепрь. Он тяжелый на ходовой охоте. Читал даже комментарии, как спорят люди. Там тоже некоторые пишут, что вепрь тяжелый. И отвечают вот владельцы вепря там: ну, значит, у тебя здоровья нету. Или тебе только дома сидеть. Короче, пишут разные, не соглашаются. Но это в каждом деле там споры идут, конечно, что и владельцы иномарок и российских автомобилей тоже спорят. И я тоже не соглашусь, что вепрь, он легкий. Если на плече 15 километров, 15 в среднем говорю, 15 километров, ты потаскаешь, мало не покажется. Вот тебе и плечо, и на все это влияет тоже. Поэтому я стараюсь еще облегченном виде варианты брать с собой. Что еду, что оружие. У меня двухстволка 20-й калибр. Вот в руку возьму я с карабин лошади двухстволку. У меня намного легче эта двухстволка. Раньше делали оружие. Ствол такой тонкий. Ствол тонкий. И как сказать, и вес оружия не такой тяжелый. Вот здесь, надеюсь, помните, глухарь выскочил, улетел. Тулан сюда, с туланом здесь ходили, там дальше пошли, там потом лебеди пришли на нас. Опа. Все это дело было. Вот эта вырубка.
зимой, как выглядит. Когда же будет то время, когда будешь идти и хоть кого-то на деревьях увидишь? Наступит ли это время когда-нибудь? Так вон дятлы иди. Только кроме дятлов никого нет. Ой, улетел. А вон он. Не вижу. Так. Вон он, ребята. Кроме дятлов никого. Что он там делает? Что-то кушает. Вот. Кто сейчас радует нас в тайге? Только дятлы и кресты. Что случилось с природой, блин? Сколько боровой дичи было. И еще это время видели и знаем, что такое. Там сядут вот эти косачи на белые деревья. Что на соснах сидят, что на березах. Сколько их было. Первый перекур, ребята. Остановился попить чаек. Ну, просто кипяток сегодня взял. Даже заварку туда не наливал. Без песка, без ничего. Просто с конфетами попью чай и дальше. Ну, кипяток. Заварку, когда в термос наливаю, там в течение дня он горький становится, какой-то невкусный. Снег начинает падать вон. Мелкий снежок. И из конфет у меня вот еще барбарис остался. Шоколадная конфета все закончилась. Только барбарис. И чай с барбарисом будет у меня. Нахожусь на лесопунтовской вырубке. Здесь лесопунтовская вырубка старая уже, непроходимая. Сейчас пешком там не пройти. Ну, это громко сказано, не пройти, но пройти-то везде можно, но тяжело ходить. По колено багульник, и там все переросло там этими береза и осина, и как паутина вообще. Я осенью тут проходил разок. В этом году тоже с Туланом проходили. Не хочется по второму разу. Только если кого-то увижу, туда можно еще. А чтобы... Нет, туда не пойду. Вот наша лыжня. И мы по лыжне спускаемся потихоньку. Ну, снег, нет, мелкий снежок, но видно на оптике, он собирается. Капля за капелькой и миллиметр за миллиметром там все равно снег все больше и больше. Но сейчас начнется еще снегопад. Февраль. Это самый снежный февраль-март. Хорошо. Ветра нет. О, блин. Я спотел, а так спина чуть-чуть. Он дядя. Спина чуть-чуть. Прохладно на спине. Он сам на самой вершинке. Но не фокусируется, там ветки мешают. Да. Здесь был глухарь, ребят. Кормился вон тут. А тут взлетел он. Вон там лунка была видна. С лунки он встал
здесь кормился и взлетел. Не знаю, куда он полетел сейчас. Но это утром. Видно, как кормился там. Ходил. Он оттуда даже пришел. Угу. Вот так взлет. Это уже взлеты. Взлетел и улетел. Ну, сейчас уже поздновато, наверное. Тоже уже в лунках вечереет. Но факт, что один глухарь здесь есть. Вот так вот. И тут роща начинается. Здесь снимать ничего не буду пока. 50 рублей перебежал. Не знаю, куда он залез. Скорость, конечно, у него была. Вот следы. 50 рублей белка. Я имею в виду. Насквозь побежала или же... Так. Как будто здесь еще снег выпал с этой елки. Долго загружается видеокамера, не успел ничего заснять. Ну да, он где-то тут. Потому что вот это да, так быстро все произошло. Вон какие деревья тут высокие. Испарился, в общем. Так. Ну-ка, ну-ка. Подожди-ка. На вершинке тут. На самой вершинке елки или что там? Вон. Вон он. На другом дереве оказался. Вон там. Понятно все. Сейчас покажу. Вон, ок, перепрыгнула. Вон. Ничего не успеваешь, блин. Вон он сидит. Так, вот он. Вон, ребята. Первый сорт белка. Ушки на макушке. Одним глазом смотрит на меня. Вот так. Ну-ка, куда бы тебе лучше заснять, паренек? А? Не знаю, потеряю, нет. Сейчас еще оттуда поснимаю. Так, сумью. Вот следы дела. Вон. Ох, как шустро он побежал. Так. Ну отсюда, наверное, я уже его потерял. Пока туда-сюда хожу. Он тоже... О, вон уже, ребят. Он от одного дерева на другое уже перепрыгнуло. И по деревам скачет. Да. На третьем дереве уже там, короче. На этой сосне он был. Потом, пока я сюда пришел, он туда уже проскочил. Угу. Ладно, пускай бегает. Мы его не трогаем.
Шуметь не будем. С карабина мало что от него останется, если только метко стрельнуть именно в нос, в пятачок. Задеть и все. Не знаю, что и думать. Опять глухарь, следы. Вон. Видели? После того, как я поднялся на избу, здесь, короче, вчера, позавчера, я не знаю, когда он здесь был, но видно, по моей лыжне ходил. Вон, следы. И туда ходил он, здесь кружил. Бродит, короче. Может, только полуха как-то непонятно. Следы вроде не такие супер крупные, похожи на кополуху. Это даже не глухарь. А почему так он сделал здесь? Вот? Или хотел подняться, но не смог. Вот, смотрите. Там пробовал вот эти иголки. Но любимый корм. Сейчас зимой у них. Вот такой молодняк. Они пробуют, кушают. На них и, в общем, держатся. Вон. Так вот. Я и взлетел он туда. Взлет. Да, это кополуха. Да. Какашки-то у него не супер-пупер. Да, кополуха. Он крылья, он туда сходил, сюда возвратился и он туда полетел. Он последний, как сказать, шащи у него, он оттолкнулся от земли и полетел. Хорошо. Это видно, что после нас вон ходили, бродили. Ребят, сел я отдохнуть. Уже зашли в тайгу из вырубки. Вышли мы из вырубки. Сейчас уже будем идти по тайге. Даже писали мне в комментариях, где я хожу, что я снимаю, что показываю. Это считается не тайга. Я тогда не понимаю, что вот это стоит. Дерево, сосна, елка, густой лес. Все это считается тайгой. По-разному. Люди видят все по-разному. Я считаю это все тайгой, и поэтому я говорю тайга. Хожу по тайге. И такой получился поход очередной у нас. Хоть без выстрела, но поход, я думаю, получился отличный. Показал, где я ходил, что я видел. Все это я вкратце поснимал. Мало что было заснять, но что было, я все заснял. Рябчик взлетел, рябчика поснимал. Белка побежала, белку поснимал. Какие следы видел, все это я заснял. Не знаю, до января, наверное, уже не получится у меня сходить на верхнюю избушку. Но в декабре еще будет поход, думаю, на первую избу до Нового года. А на вторую избу, думаю, поход будет в январе, не раньше. А сегодняшний поход уже будем закрывать. Больше снимать сегодня я ничего не буду, потому что через полчаса уже стемнеет, и под фонариком я снимать не хочу. В начале фильма я поснимал, там как приехали, как под фонариком шли. Темно, ребята. И фонарик мой обычный налобный не так ярко светит, чтобы издали, чтобы там поснимать, показать. Вот. Поход получился без выстрела, но что есть, как есть, так и есть. А я сейчас попью теплой воды,
с хлебом. Больше у меня ничего с собой и нету. Хотя аппетит уже так появился, хочется уже покушать, но с собой ничего больше нету. Дома покушаем плотно. Где-то еще. Не знаю, сколько времени понадобится до УАЗика, там на УАЗика уже быстро поедем. Вот и все. Ну все, ладно, ребята. Всем пока. Кто не подписан, подписывайтесь. Надеюсь, в следующих походах еще постреляем с карабина. А этот поход будем считать закрытым. Всем удачи и пока. До новых встреч.